Все детство я воспитывался по принципу «чужое не бери, а всего добивайся своими силами». Следить за правопорядком и соблюдением чистоты закона в стране. На государственном уровне обеспечивать всех граждан доступным жильем. Будущее Кыргызстана зависит от нынешней молодежи. Меня зовут Булутбеков Бахтбек Булутбекович. Родился в 1986 году в городе Нарын, в семье служащих. Отец мой был главным инженером Нарынского РЭС. Мама была главным бухгалтером Кыргызской электросетстрой. Все детство я воспитывался по принципу «чужое не бери, а всего добивайся своими силами». Будь честен и порядочен со всеми. Это твоя репутация. Это сыграло большую роль в моей дальнейшей жизни. И до сих пор все дела я веду, руководствуюсь этими правилами. До 9 класса я учился в средней школе имени Валерия Павловича Чкалова, а после окончания 9 класса переехал в Свердловский район города Бишкек и поступил в Бишкекский автодорожный техникум. Успешно окончив техникум, поступил в Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности гражданское право. Мой выбор был обусловлен тем, что с детства у меня была мечта, которая переросла в цель – стать юристом, следить за правопорядком и соблюдением чистоты закона в стране. Работая в судебной системе, набрал хороший багаж знаний и опыта в сфере юриспруденции. И проработав в этой системе 5 лет, в итоге я перешел в сектор частного предпринимательства, открыв юридическую компанию. В 2018 году к нам в юридическую компанию обратился российский жилищный кооператив. Узнав подробно об их программе, мы заинтересовались и решили оказать им помощь в открытии подобной организации в Кыргызстане. Сотрудничая с ними, мы часто выезжали по регионам Кыргызстана и встречали очень много семей, которые годами не могли приобрести себе жилье и потому были вынуждены снимать его на постоянной основе или под большие проценты покупать недвижимость. Увидев эту плачевную ситуацию и услышав очень много просьб от граждан, в сентябре 2020 года я принял решение открыть такую жилищную организацию, где каждый гражданин, независимо от того, работает ли он в государственной организации, занят ли в предпринимательском секторе или находится в трудовой миграции за границей, мог приобрести себе жилье на длительный срок с минимальной переплатой на территории Кыргызстана. За 1,5 года работы мы помогли приобрести жилье более чем 150 семьям в стране. Имея многолетний опыт в юриспруденции, мне удалось создать такую жилищную организацию, деятельность которой осуществляется строго в рамках законодательства Кыргызской Республики. Каждый раз, помогая приобрести долгожданное жилье гражданам нашей страны, мы испытываем большую радость и гордость за то, что мы действительно можем оказывать помощь и поддержку народу Кыргызстана и государству в целом. Обеспечение граждан жильем – это обязанность государства. Помогая людям приобретать свой дом, мы не только решаем проблемы многих семей с недвижимостью, но и частично снимаем социальное напряжение в стране. Кроме того, вместе с сотрудниками жилищного кооператива «Айсхом» и волонтерами общественного фонда «На волне прогресса» мы выезжаем в детские дома, дома престарелых и дома-интернаты и оказываем всяческую поддержку и благотворительную помощь. В разгар пандемии в 2020 году мы с друзьями собрались и организовали штаб, помогая продуктами и другими предметами первой необходимости населению Бишкека. Нам удалось помочь более чем 100 семьям. В октябре 2020 года я узнал о том, что в Кыргызстане есть большая потребность в реабилитационном центре для людей с разной степенью инвалидности и решил открыть подобное заведение совместно с другом. На данный момент в данном центре проходит реабилитацию более 20 человек. Будущее Кыргызстана зависит от нынешней молодежи. Насколько наша молодежь уделяет время личностному росту, образованию, поддержанию собственного здоровья и делает что-то полезное для страны, настолько мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Учитывая все эти моменты, в апреле 2021 года я открыл общественный фонд «На волне прогресса». Наш фонд работает со школьниками, студентами и молодежью в целом. Мы проводим практические занятия, профилактические оздоровительные беседы и тренинги на различные темы.
Развивая жилищную кооперацию в Кыргызстане, мы помогаем многим гражданам и частично снимаем социальную напряженность в стране. И глядя на это, я хочу работать в данном направлении более масштабно, чтобы на государственном уровне обеспечивать всех граждан доступным жильем. Также я очень хочу, чтобы наша страна была развитой, безопасной и цветущей. И мне не безразлична судьба нашей Родины. Все мои силы будут направлены на реализацию одного из самых важных направлений – обеспечить население доступным жильем и комфортным проживанием на территории Кыргызстана. Я не могу стоять в стороне. Моя главная цель – поднять нашу страну на новый уровень развития. Остановим стихийную застройку, озеленим страну и построим жилье. Вместе мы поднимем страну. Каково это – жить в стране с развитой инфраструктурой, где каждый имеет свое жилье? Стране, где людям не приходится уезжать за границу, чтобы заработать на свою жилплощадь. Это реально. Мое имя Болотбеков Бахытбек Болотбекович, и я социальный предприниматель в сфере недвижимости. Баллотируясь на пост депутата Жогорку Кеңеш, я преследую очень важную цель – обеспечить граждан Кыргызстана доступным жильем. Я уже помог более чем 150 семьям обрести свой дом, и это лишь начало. Имея многолетний опыт в юриспруденции, я знаю, какие действия предпринимать, чтобы жилье стало доступным каждому на законодательном уровне, а также как грамотно вносить законы, которые этому поспособствуют. Остановим стихийную застройку, озеленим город, построим социальное жилье, введем революционные реформы в строительную сферу. Знаете ли вы, что каждый житель Кыргызстана может стать обладателем собственного дома на законодательном уровне? Что для этого нужно? Направить все силы на реализацию одной из самых важных программ – обеспечить население доступным жильем и комфортным проживанием в стране. Ее исполнение будет проводиться по нескольким направлениям, а именно создать государственный жилищный и жилищно-строительный кооператив и обеспечить жильем каждого гражданина страны. На базе жилищно-строительного кооператива построить многоквартирные социальные дома и выдавать в рассрочку от 10 до 15 лет работникам государственных, бюджетных и частных организаций, а также всем гражданам Кыргызстана, независимо от трудоустройства. Организовать национальный жилищный фонд, который с рождением ребенка должен открывать специальный счет, на который ежемесячно будет поступать определенная сумма, откладываемая на жилье. Когда ребенку исполнится 23 года, государство должно выдать ему квартиру из своего жилищного фонда, обеспечить жильем каждого молодого специалиста, который будет работать в дальних регионах. Если мы массово будем строить многоквартирные социальные дома по всему Кыргызстану, то будут решены следующие важные вопросы. Будет стремительно развиваться промышленность, тем самым обеспечивая десятки тысяч новых рабочих мест. С постройкой многоквартирных домов, отапливаемых газом, уменьшится потребление твердого угля, решая проблему загрязнения экологии. Так как многоквартирные дома потребляют меньше электроэнергии, это поможет решить проблемы с ее нехваткой в стране. Помимо этого, нужно бороться с коррупцией и необоснованными потерями электроэнергии в Кыргызстане. Параллельно будет развиваться инфраструктура города. Будут появляться новые улицы, детские сады, школы и парки, детские площадки и стадионы. В наших руках будущее страны. Голосуйте за номер 13. Болотбеков Бахытбек Болотбекович, кандидат Свердловского округа, за которого не стыдно.